Республиканская коррекционная школа работает с детьми с нарушением слуха. Тут они имеют возможность учиться по специальной программе со специализированными учителями. На протяжении 5 лет образовательное учреждение проводит олимпиаду для детей со всей республики с интеллектуальными нарушениями. У нас в обществе очень много детей, которые нуждаются в специальной помощи. И вот эту задачу наша школа взяла на себя ответственность, и мы начали 5 лет тому назад проводить олимпиаду для таких детей, и называется он уже 5-й год «Марафон знаний». Это для них становится особым мотиватором, мотивацией к учебе, к успешности и почувствовать себя равными среди равных. Также для детей во время подведения результатов провели различные мастер-классы. Участники смогли попробовать себя в рисовании, бисероплетении, макраме, а также испытали ловкость в национальных играх «Хабылык» и «Хамыска». Одним из самых необычных мастер-классов стало рисование при помощи кофе. Провела детям нетрадиционный рисунок рисования кофе, чтобы развить их фантазию, поднять интерес. Эффекта мы использовали соль, крупный соль, рисунок рисования по сырому акварелью, похоже так, да. Стоит отметить, что в рамках мероприятия была проведена научно-практическая конференция «Наставничество. Лестница успеха», посвященная Году наставника в России. Всего на мероприятии приняли участие 20 педагогов из республики и других регионов страны. Можно отметить очень интересные доклады. Например, некоторые учителя представили свой опыт работы с родителями, свой опыт работы с молодыми педагогами и учащимися. По итогам олимпиады первое место заняла Республиканская коррекционная школа-интернат, второе – Амгинская специальная коррекционная школа, тройку лидеров замкнула адаптивная школа-интернат номер 28. Отметим, что в этом году данное событие имеет межрегиональный статус. Так, на мероприятии приняли участие более 20 районов республики и 4 региона страны. Галина Чекурова, Артем Алексеев, Якутск.